Краеведческий музей имеет большое, весомое значение для жизни современного общества. Музей помогает нам сохранить историческую память и культурное наследие нашего города и региона в целом. Краеведческий музей также способствует развитию и формированию патриотизма у людей разных возрастов. Служит местом образования, где люди могут учиться и просвещаться, и проводить свободное с пользой для себя и для своей семьи время. Совсем недавно в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» здание Краеведческого музея в городе Канаше капитально отремонтировали. Директор Краеведческого музея Анна Николаевна Пчелкина рассказала нам, каким стал наш музей сегодня. В 2023 году из федерального бюджета по проекту «Нацпроект Культура» были выделены нашему музею 7 миллионов. Эти средства были потрачены на капитальный ремонт кровли здания и фасада здания. Хочется сказать слова благодарности администрации города Канаш, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Чувашии. Огромное спасибо за поддержку. Надеюсь, мы оправдаем все, что видели вы в наших глазах. Анна Николаевна, я так понимаю, мы сейчас находимся в военном зале Краеведческого музея. Нам известно, что у вас большие планы на этот зал. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее. Да, действительно, мы находимся в военном зале. Это у нас фишка музея. Все, получается, мероприятия в основном проходят в этом нашем зале. Поэтому мы работаем над его проектом. Именно что мы хотим здесь увидеть? Это интерактивное оборудование, сенсорное оборудование, аудиогиды. Над проектом работаем пока сейчас сами мы, музейные сотрудники. Потом мы будем работать с волонтерами, с учениками 10-11 классов и, конечно же, с художественной школы. Скажите, пожалуйста, откуда же берутся экспонаты в вашем музее? У нас проходит акция 2 раза в год «Подари музею экспонат». На день рождения нашего музея, это 20 февраля, и 18 мая – Международный день музеев. Люди, получается, жители города, приносят экспонаты, мы их актируем. У нас есть акт. Берем обязательно согласие на персональные данные. Главный хранитель принимает. Мы делаем комиссию. Экспертно-фондовую комиссию. В комиссии состоят 3 человека. На этой комиссии мы решаем, принимать этот экспонат, нужен он для музея. Бывают такие случаи, что экспонаты повторяются. Поэтому мы в этой комиссии решаем дальнейший ход действия этого экспоната. Если комиссия проголосовала «за», экспонат у нас остается. Мы приглашаем 2-й раз этого человека, мы уже принимаем этот экспонат на постоянное хранение, делаем с ним договор и акт на постоянное пользование. Анна Николаевна, что из последнего появилось в музее? Какие экспонаты? Ой, это было, знаете, хорошей находкой. В сентябре, 13 сентября, к нам пришли постоянные наши жители города. Он принес карту 1936 года. А опубликовалась эта карта в 1937 года. Карта Чувашской республики. Очень хорошая находка, мы довольны. Такие экспонаты – это редкость. Каково, на ваш взгляд, предназначение музеев и какую роль они играют в современном обществе? Музеи играют важнейшую роль в современном обществе, так как они представляют собой один из основных институтов культуры. Музей не только сохраняет историческое, культурное наследие, но и демонстрирует их широкой аудитории. Хочется рассказать о нашем экспонате «Экспозиция». Курная изба. Когда мы говорим, например, о курной избе, мы подробно рассказываем о ней, почему носит изба это название. Детям, если, например, сказать в школе об этой избе, они не поймут. Поэтому музей существует для того, чтобы наглядно показать экспонаты.
И если человек не запомнит название «Курная изба», то у него уже представление будет о нем. И он скажет: да, я это видел, мне об этом рассказывали. Обычно, когда приходят дети и видят нашу вот эту экспозицию, у них разное представление о них. Маленькие детки говорят: о, это избушка на курьих ножках, где жила Баба-Яга. Взрослое, конечно, поколение вспоминает, ностальгирует о своем прошлом. Анна Николаевна, мы сейчас находимся в выставочном зале музея. Тут очень много картин. Тут проходит какая-то выставка? Здесь проходит выставка замечательного художника Питеркина Васияна Евстафьевича. Эту выставку мы открыли к его столетию. Васиян Евстафьевич прожил очень яркую, счастливую жизнь. Педагог, наставник. Написаны картины маслом, акварелью. Талантливый художник. Писал картины и о городе, и автопортреты. Анна Николаевна, а когда можно прийти в музей, насладиться выставкой картин, другими экспозициями музея? Мы работаем со вторника по воскресенье. У нас выходной день понедельник. Работаем с 8 до 17 без обеда. Поэтому желающие, которые хотят посетить наш музей, наши экспозиции, выставку картин, просим в гости. Анна Николаевна, проходя тогда у вас педагогическую практику, эти экспонаты я помню. А что это за новые предметы появились у вас в зале? Бивень был найден машинистом экскаватора Геннадием Петровичем при проведении земляных работ при строительстве очистных сооружений на территории деревни Малые Бекшихи Канашского района. Это фрагмент бивня мамонта. Точно датировать кость не удалось, но примерная, как говорится, дата составляет от 300 до 2000 тысячелетия до нашей эры. Посетителей очень много, а идеальный образ посетителя, он какой? Конечно же, вдумчивый человек, который медленно бродит по нашим залам, рассматривает экспонаты, читает этикетаж, задает вопросы, с которым приятно общаться, интеллигентный, культурный. То, чем вы занимаетесь в жизни, это случайность или же вы к этому сознательно шли? Работа в музее, я могу сказать, что это судьба. Будучи маленьким ребенком, мне было 6 лет, первый раз я посетила музей в старом здании. Когда мы туда пришли, мне дали вот такие вот тапочки 45-го размера, а моя ножка маленькая. Все, что находилось в музее, мне не удалось запомнить и увидеть. Почему? Потому что акцент был не потерять эти тапочки. Вторая история, которую хочется сказать. У меня дядя работал в Краеведческом музее, тоже в старом здании. Он с Бреста привез живой огонь. Будучи ученицей в школе, я очень увлекалась историей. Мой учитель по истории, Татьяна Санна Гедмит, всегда меня оставляла на факультативы. И всегда с меня был такой большой спрос, такое ощущение, как будто вот мне казалось, она, наверное, меня не любит. Постоянно меня вызывали к доске, постоянно что-то сложное рассказывала я. На факультативах большую тему рассматривала, она всегда со мной. А теперь я понимаю, почему. Действительно, это судьба. Она видела, что я люблю историю, увлекаюсь именно историей. Поэтому, да, это судьба. Расскажите, чем вы живете, какая у вас тут атмосфера? Хочется сказать слова благодарности своему коллективу, своим сотрудникам. Какую они работу кропотливую ведут, научно-исследовательскую, ходят по организациям, по предприятиям, собирают данные. Работа действительно требует очень много ума, навыков. Человека, который пришедший просто, например, с улицы, никогда не осилит то, чем мы занимаемся. Поэтому им огромное спасибо. Спасибо, что они есть у нас в музее. Мы приглашаем всех жителей города и района в наш новый, красивый, обновленный краеведческий музей. Мы вас ждем. Людмила Матвеева, Павел Демин, Канашский краеведческий музей.